Когда человеку не хватает собственного опыта, чтобы осмыслить происходящее с ним и со страной прямо сейчас, мы можем обратиться к опыту предыдущих поколений. Это в том числе то, что делает нас людьми. Есть такие люди, их называют свидетелями эпохи. Люди, которые наблюдали главные важные события в стране и были непосредственными их участниками. Один из таких людей – Василий Колмогоров, бывший заместитель генерального прокурора России. Это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Здравствуйте, Василий Васильевич. Добрый день. Добрый день. Все мы родом из детства. И вы ребенок войны, родились в якутском селе. Вот, может быть, немножко расскажите сначала о своей семье, в которой вы родились. Родился я в военные годы. В 1943 году, в декабре, есть такой у нас Ситта, поселок, село Ситта. Раньше он относился к территории Намского улуса, а потом вот предвоенные годы укрупнения территорий, и образовался новый район Кобяйский. И вот Ситта от Намского района, территория Ситтинского наследия, была передана Кобяйскому району. По рождению я оттуда, Ситтинский наслед, но родился я в поселке Сангары, шахтеров. Потому что в Ситте там, откровенно говоря, кроме школы, ничего там не было. А в Сангарах, как больница, все. Отец был на войне, он был призван в армию. Вместе с ним был призван и мой дядя, его младший брат Алексей Егорович. Вот они вместе в один день и в июне 43-го ушли на фронт. Мама осталась со мной. Она учительница тоже в Ситинской, я из семьи учителей. Вот. И она в декабре меня родила в Сангарах. Поэтому я числюсь по рождению Кобяйский район, поселок Сангары, родился. Но в Сангарах я вообще не жил и не учился. Но я в Ситте, так сказать, самое. Вот с мамой дождались мы отца, почти до 50-го года. Мы жили там. Родились братья Слава, Алексей, Ваня. А потом отца перевели на работу в Кобяй. Тогда Кобяй был райцентром. И вот переехал он в школу завучем, мать тоже учительница. Переехали мы с Ситты. Я помню, как мы на лошадях от Ситты добирались до этого Кобяя. 2 суток добирались по болотам. Вот. И мы в Кобяй приехали, и я поступил в школу Кобяйскую. Тогда еще были нулевые классы, так называемые. И вот 10 лет, 11 я проучился в Кобяйской средней школе. В школе чем увлекался? Конькобежным спортом мы бегали, и лыжи. С предметов мне больше привлекало гуманитарное, что ли, вот так будем говорить. Отец у меня историк, мама в начальных классах была. Они меня учили с самых детских пор. Когда начал уже читать, прочее. В нашей семье вообще любили читать. У нас была большая библиотека, а отец и мать собирали библиотеку. Во сколько лет вы читать научились, помните? Ой, я, наверное, уже перед 1 классом немножко так. Детского сада не было, никто же не учил. Мать приходит со школы, и так она уже... там были старшие родственники, они вместе с нами жили. Они уже учились. И вот вместе с ним они готовят уроки. Тут вот так и немножечко буквы начал, так сказать, различать. Но читать я научился быстро. Это я помню точно, потому что книжки читать была такая охота, что надо было, что-то надо почитать. Была книжка одного биолога, Брем такой был. Про животных он писал? Да, «Жизнь животных». Да, «Жизнь животных», да, про жизнь. Такая интересная книжка. Я ее читала в детстве. Вот видите как. Такая интересная книжка была. Там, ух ты мой. И вот этой книгой я зачитывался. В 8 классе я очень близко, так сказать, сошелся с учителем физики. Кстати говоря, ваш тоже коллега Никифор Дмитриевич Терехов. Ему сейчас 90 с лишним лет. Он живет в Сангарах. Вот он у нас учил физики. Он откуда-то летом
пригнал ЗИС-5 машину, грузовик, вот который в фильме про войну показывают. Старая машина ЗИС-5, вот, деревянной кабиной. Мы построили гараж для машины и трактор. Так, кстати, это самое был. Вот ДТ-54. Вот этот трактор и вот машина. Мы, мальчишки, возились там все. И вот Никита Григорьевич научил водить машину здесь пятое. И вот мы вот все лето вот возил дрова для школы, для интерната, осенью лед, учителей так это сам обслуживал. Ну, в общем, ну, во всяком случае, вот работали мы очень так это самое. Поэтому этот труд такой с детства, что ли, уже, он уже привит был. Когда образовался совхоз, был брошен клич такой выпускникам школ, комсомольцам после окончания школы остаться работать. В родном совхозе? Да, в производстве. Ну, тогда было там 2 года ты работаешь в производстве, потом получаешь направление, значит, для поступления в ВУЗ, самой деятельности, шофером устроился в совхоз и ездил на машине. К тому времени отца перевели работать еще, когда я еще учился в школе, перевели работать в райком партии. Оттуда он ушел, его направили в высшую партийную школу. Вот, и он в 1956 году, это, по-моему, он пошел учиться в высшую партийную школу. Так что мы опять с матерью, вот, 5 детей, 4 брата, сестра Машенька младшая, она была, вот, недавно вышла на пенсию. Она работала потом балериной, потом балетмейстером театра и оперы балета. Братишки от школы так учились в то время все. Ну и опять же, вот так вот все жили вместе. Вот. А потом меня призвали в армию. Наступила правда. И я пошел служить. Служил я на флоте. Попал во флот. А где? В Тихоокеанский флот. Вот. Служил там. В 1966-м в октябре демобилизовался. Вернулся уже не в Кобяй свой, который так откуда я, а в Намской. Отца распределили работать после окончания ВПШ, его распределили работать, направили работать в Намский район. И вот он работал там, семья уже полностью переехала туда, и я приехал в Намск. То есть 3 года, пока вы были на флоте, семья поменяла да, место? 4 года я был на флоте, и вот тут все вместе, они уже успели переехать. 66 октябрь месяц, я уже опоздал куда-то поступать. И в 1967 году я год проработал, опять же шофером в Намсах. Вот. Проработал, а оттуда в 1967 году решил По направлению? да, пойти учиться. Вот. Сдал документы в Свердловский юридический институт. В обкоме комсомола тогда принимали эти документы. Ну, сказали, говорит, парень, ты как раз подходишь, у тебя и стаж большой, ну, в смысле, рабочий, и служили, так что ты как раз подходишь для этой профессии. И вот я таким образом оказался в Свердловском юридическом институте, 4 года проучился, в 1971 году мы кончили институт и оттуда вернулись на родину по распределению. Вот Афанасий Петрович Ларионов, бывший спикер Илтумена Нижней палаты, Валерий Тимофеевич Филиппов, судья Конституционного суда работал. Вот мы 3. Меня тогдашний прокурор республики Иван Петрович Шадрин, царство ему небесное, он мне сказал, говорит, давай переходи работать к нам в прокуратуру. И быстро все это дело сделали. И я с сентября 1971 года работать стал в городской прокуратуре города Якутска старором следователя. И с тех пор до ухода на пенсию у меня одна работа, один орган, одна организация, прокуратура республики, прокуратура Российской Федерации. Ну, сейчас семья, жена у меня, Людмила Ивановна, тоже, к сожалению, вот эта пандемия, эта болезнь, она в прошлом году от нас ушла. 3 детей, сын, 2 дочек, 10 внуков у нас у Людмилы Ивановны.
2 правнука растут. Так что семья большая. Так же, это когда как и жили в КБ, как это, так это, да, все это самое, как-то привычно, когда все вместе, все это самое. Дети получили образование, учатся, свои семьи у них. Вот. Уже внуки, так сказать, самое, одолевают тоже. Все здоровы, самое главное, чтобы они все были здоровы. Вот этим делом, вот этот сейчас, я ушел на пенсию в 2004 году с Генеральной прокуратуры России. Вот. И с тех пор вот с ними частенько общаюсь. Раньше как-то по работе не получалось. Можно сказать так, что смысл жизни в том, чтобы род жил, продолжался, и чтобы Ну, семья жила? естественно. Естественно, это родители говорили. Мать особенно в этом деле. Она нас воспитывала, что надо всегда жить семьей, надо взять родственниками, разбиваться. Тогда и род развивается, и помощь друг другу, и оказывается. Ну, во всяком случае, когда ты чувствуешь, что есть такая, так сказать, ну, как говорится, если так на военном, как тыл такой, родственники, оно всегда поддерживает, оно всегда есть. А вы старший в роду, вы такой патриарх, да? Ну, патриархом, если в роду, так сказать, есть еще люди старше меня по возрасту, но почему-то вот как основной, вот это самое, потому что отец всегда был, как бы, так сказать, старшим, хотя был у него старший брат, но почему-то все больше ходили к отцу, советовались с ним, и он как бы занимал такое место, как старейшина, что ли. Вот. И вы, как старший сын, потом... Да, вот потом, видимо, так он и передал, потому что все обращались к отцу проблемами, вопросами. Тем более его звали Василий Егорович, меня зовут Василий Васильевич, поэтому дядя Вася. Оно осталось, видимо, так. Среди внуков, среди детей, кто будет дядя Вася следующий? Ой, есть, кто может это самое. Ну, вот смотришь так, это характеры другие, обстановка другая, отношения другие, но вот, суть самое главное, надо быть вместе, надо всегда быть дружно, жить между собой, общаться друг с другом, привлекать своих, так сказать, этот останется. А кто будет там, это не колхозное собрание или там что-нибудь так собрались, говорят, вот, давай, дядя Вася будет старейшиной. Ну, нет, конечно, нет. Например, надо жениться парню. Куда он побежит? Ну, к маме побежит, там, к отцу. Приходит ко мне, любишь? Ну вот, пожалуйста, решайте сами, вам жить. У нас около Могорок, как говорится, однолюбы, что ли. Вот. Мать с отцом прожили сколько лет. Даже. А юридически вы выбирали, говорите, вам посоветовали юридически? До подачи документов в юридический институт, это самое. Я вообще, откровенно говоря, даже не знал, что, ну, в смысле, как быть юристом. Мы все вместе в «Контакте» работали. Ну и учителя были хорошие. Я всегда помню, и как только что-то, так вспоминаю своих учителей. Первого своего прокурора города Луговой Андрей Пантелеевич был. Наставником следователя у меня была Лариса Петровна Ким, старший следователь города Якутска. Потом я перешел в республику работать, там уже работал под руководством прокурора республики уже. Николая Нифонтовича Горотаева, царство ему небесное. Это вот мой учитель, настоящий человек, который сделал, и не только меня, многих, целое поколение прокурорских работников. Николай Федорович Борисов, он, слава Богу, дай Бог ему здоровья, он сейчас пишет, член Союза журналистов, писателей и России. Ну, вот он был у нас, курировал следствие. Ну ладно, можно знать законы, можно знать все, так сказать, самое, статьи, все, прочее. А вот как общаться с ними, это же, ну не будем, люди-то люди, но все равно они с какими-то совершенно другими, так сказать, понятиями, отклонениями. У них совершенно другие взгляды, понятия о жизни, о справедливости. И вот как с ними работать, как с ними это самое. Очень много нам помогали эксперты. Тут не один какой-то выдающийся сидел, командовал, руководил и все это самое делал, раскрывал. Нет, это огромный труд и большого количества людей. Это сейчас в кино видишь так,
каждый опер, каждый следователь имеет машины, у него там гора людей за ним бегает, там, а тогда у нас какой-то на своих двоих и на попутных, как говорится. Особенно после 90-х годов все поменялось в один момент. Утром, днем были советские, утром проснулись, уже не то. Уже был союз, а союза нет. Вот как вот, это просто какой-то был шок. Так как так? Жили в одной стране, проснулись в другой. И трудно было там перестроиться, все, но все равно. Главная такая задача, цель, мы стоим на защите закона, на защите Конституции, прав граждан, борьбы с преступностью. Вот это самое главное. Закон нарушил, отвечай. И у нас в республике эти 90-е годы прошли более-менее стабильно. А почему вот так произошло? К тому времени вот у нас сложился в правоохранительных органах, я скажу, в республике. Сложился, вот это я говорю, такой коллектив единомышленников, как говорят. Вот. В этом отношении очень нас поддерживало руководство республики. То есть вы просто продолжали делать то, что Да, должны то, что каждый делали, день? но с точки зрения. А вот когда ГК ЧП и прочее, когда вот раздрай пошел, то все, когда партию запретили, ну хорошо, наша вся республика, что у нас в те годы и руководство республики, уже сложившийся такой стабильный аппарат, руководство хорошее, мудрое такое было решение. И все решалось так, как должно было бы решаться. В этом отношении очень большая, так сказать, роль, я считаю и до сих пор считаю, что во главе республики оказался вот тогда Михаил Ефимович, решительный, жесткий, все ставить вопрос, отстаивать. Вот в этом отношении республика повезло. Василий Васильевич, вы упомянули ГКЧП. Сейчас многое переоценивается, да, и есть такое мнение, что считалось, что все силовики, они все на самом деле болели за ГКЧП. Ну, это их мнение, это их мнение. Вот. ГКЧП. В Союзе был принят закон об объявлении о чрезвычайном положении в стране. Там четко все расписано, когда объявляется чрезвычайное положение, какие процедуры должны соблюдаться. И когда вот это случилось, не надо так понимать, что правоохранительные органы, вот эта самая верхушка союзная ушла вся в ГКЧП. Но было, конечно, трудновато. Почему? Потому что вот я со своей службой, прокуратура – это организация, которая идет сверху вниз в единоначалие. Вертикальная. Да, вертикальное, единоначалие. Во главе стоит генеральный прокурор Советского Союза. Вот. И все прокурорские работники подчиняются ему. В том числе и союзных республик, и автономных республик, и всех территорий регионов. И когда союзные прокуратуры приходят поддержать ГКЧП, один может взять под козырек и сказать: все, я получил такое указание, вот, исполняю решение ГКЧП. Как сказано. Это еще никуда. Ну, союзные республики могут ответить. А вот Российской Федерации, которые из автономных республик, областей, краев, так это, оттуда приходят союзные, и тут же приходят с России. ГКЧП это незаконно, это самое, никаких выполнений. Строго соблюдать Конституцию России. Мы берем Конституцию России, там записано, что все на территории России осуществляется только Российской Конституцией. Берем закон о ГКЧП союзный, и там видим вся эта процедура, когда назначается это ГКЧП, почему объявляется, как эта процедура, все противоречит закону. Как можно выполнять противоречащее закону указания, поручения? Это никак нельзя. Мы берем Конституцию Якутии, мы говорим, мы в составе России и строго соблюдаем Конституцию Российской Федерации. А требование Генеральной прокуратуры, ну, в смысле Российской прокуратуры, идет такое. Вот строго действовать в соответствии с законом, с Конституцией. Все.
И многие республики, края, области, почему так и проситься прошу, и в том числе и наша республика, мы поддержали позицию вот наших непосредственных российских властей. Президента, Верховного Совета, Генеральной прокуратуры, Конституции Союза и объявление ГКЧП союзным этим комитетом. Это решение противоречащее закону и Конституции СССР. Мы противоречащие законы не будем выполнять. Буквально лет через 5 вас назначили заместителем генерального прокурора Российской Федерации. Нет, это уже в 1994 году, это уже после октябрьских событий 1993 года. После путча еще. Да, ну это когда вот этот самый Белый дом и президент начали, тогда это самое, когда обстрелы были и прочее. Это 93 год. Там тоже было, но мы уже стояли, мы уже ГКЧП пережили. У нас уже был опыт, практика, как действовать в таких ситуациях. Это не заслуга за то, что так это самое прокурор Якутии или кто-нибудь еще так самое там сдержал. Нет, это оценка всей. В России 85 субъектов. Ну поймите, такие субъекты есть. У нас всего где около миллиона жителей, ну миллион чуть лишним. А там десятки миллионов людей живут. И там тоже сидят прокуроры. И все нормально работали, все держали. Так что тут нет такого, когда особая заслуга. Просто мы исполняли то, что требовалось от нас, как надзорного органа. Законом. Закон, только. Конституция, закон. Вот и все. Ну хорошо, давайте все-таки вернемся к вашему назначению заместителем генерального прокурора. Да, как вот это? Да, это назначение совершенно неожиданное для меня. Я был назначен прокурором республики, вот когда были первые выборы в Верховный Совет народных депутатов республики. Мы были избраны народными депутатами. Тогда был прокурором республики, царство небесное, Анатолий Дмитриевич Петраков. Я был его первым заместителем. И когда мы оба были избраны в Верховный Совет депутатами, в Верховном Совете создавался комитет по законодательству. Анатолий Дмитриевич сам попросился на эту работу, руководить этим комитетом. И вот он шел туда. Меня назначили на его место прокурором республики. В 90-м году я стал прокурором республики, так что в 94-м году я всего, даже срок еще не успел отработать. 5 лет срок прокурора республики, срок конституционный. Вот. Я еще не успел отработать даже свой первый срок прокурором республики. И в 1994 году я вообще не думал, что мне какой-то работы предлагают. То есть вы никакую карьеру там делать не хотели, вы хотели спокойно сидеть у себя в республике? Работать, да. Но тут однажды звонок. Звонит первый заместитель генерального прокурора России. Вильдан Сулейманович Узбеков такой был. И говорит: Васильевич, хватит тебе, наверное, там сидеть. Он говорит: нет, в Москву мы тебя приглашаем. Хотим предложить работу в Москве. Я говорю: да не хочу, я уже отказался же. Начальник управления говорит: я же отказался. И вы согласились с этим? Что сейчас? Он говорит: нет, не начальник управления. Я говорю: да хоть на любую должность, не хочу я уезжать. Вильдан. Он говорит: нет, это указание. А тогда исполнял обязанности генерального прокурора России, Ильюшенко был такой. Вот. Это Алексей Николаевич дал поручение: позвони, скажи Васильевичу, предложи это. Пусть долго не думает, принимает решение. Он мне дал 2 дня на раздумье, на это самое, и принимай решение. Или ты едешь сюда, или нет. Я говорю: ну ты хоть мне скажи, куда ты меня зовешь-то? Он говорит: ну должен заместитель. Я говорю: да ты что? Обалдели, что ли? Говорю: 85 субъектов, там опытнейшие люди сидят. А я-то все, даже не успел срок отработать конституционный, а вы меня тащите куда-то там. Нет, вот давай, 2 дня срок, ты должен дать ответ. Ответ должен быть положительный. Посоветовался с супругой. Вот, Людмила, вот так и так. В Москву зовут, предлагают. Она говорит: предлагают, значит, доверяют. Ну, отец-то, он партийный советский работник, он знает, как все это передвижение делается. Он тоже так сказал, говорит: раз предлагает, значит, доверяет. Значит, выбрали. Надо это... Мать: ну куда тебе в Москву? Давай оставайся, что ты...
Я говорю, ну я хотел остаться, но вот это. Ну и пошел Михаил Ефимович, президенту. Должен доложить обязательно. Пошел, доложил, вот так и так, такое предложение. И сказал, Васильевич, надо ехать. Мы федеративное государство, значит, в федеральных властях, органах должны быть люди, представляющие интересы федерации. Я очень доволен, что выбор пал на тебя, ну и благословил меня. На следующий день прихожу на работу утром, я обычно рано приходил на работу. Тут где-то в 7-8 часу рано приехал на работу, захожу, а меня встречает мой старший помощник по кадрам. Вот. И подходит, Василий Васильевич, что, вы в Москву переходите, что ли? Я говорю, кто сказал? Это же нигде не это самое, не публиковано, никто не это. Что, вы в Москву же переводишь, что ли? Я говорю, откуда ты взял? Что такое? Да я, говорит, на даче живу. А, включая радио, 6 часов утра по радио объявляет, говорит, указом президента России, заместителем генерального прокурора Российской Федерации назначен Колмогоров Василий Васильевич. Вот вы двое назначены заместителем генерального. Я говорю, как назначен? Указ, говорит, я слышал своими ушами, он мне говорит. Ну, я зашел в кабинет, звоню в Москву дежурному. У нас-то уже 7, а там ночь. Я звоню дежурному. Тут Василий Васильевич, поздравляю. Я говорю, какой черт поздравляю. Указ вот уже лежит. Когда приедете? Я говорю, ну ты что? Ты... Ну, потом позвонили с администрации нашего республиканского президента. А Василий Васильевич говорит, вот поступила бумага, что вы назначены. Поздравляем. А Михаил Ефимович куда-то он уехал, что ли, его не было. Это буквально мы накануне с ним беседовали, а утром уже указ. В 8 утра уже звонит это же 2 часа ночи Москвы, звонит Узбеков, это первый зам. Говорит, ты указ получил? Я говорю, Вильдан Зимаевич, ну ты, говорит, елка зеленая. Ты же мне давал 2 дня. Да ты мне давал. Разговор-то, какой 2 дня? Указ подписан. Давай, собирайся, срочно вылетай в Москву. Я говорю, да ты что? И вот пришлось, через 2 дня я сдал дела, попрощался и улетел в Москву. Утром был прокурором республики, в обед я уже был зам генерального прокурора. Вот такое дело. Так что неожиданно, очень, я даже не ожидал. Но вы же не просто сидели, вы же занимались делом медиамоста Гусинского, виновных в дефолте искали. Ну, тогда было, сами знаете, какое время было. Семибанкирщина, прочее. Там, да, времена были трудные. Вот олигархи, они себя чувствовали хозяевами уже. Ну, уже невозможно было. Порядка никакого не было. Новые законы издавались, их надо было вводить в действие, как-то на практике применять. Пришлось вот этим делом заниматься. Ну, это тоже, опять же, не то, что там с приходом Василия Васильевича все это дело загорелось, все так, это он понял. Нет. Там занимались раньше, но самое-то главное, это те, которые расследовали эти дела. Следственное управление, Генеральной прокуратуры, вот следователи наши. И вот начали нарабатывать все это хозяйство. Пошло. Ну, и, конечно, не все дела дошли до суда, но во всяком случае, мы довольны своими результатами своей работы были тем, что эти люди исчезли и на политической арене России, теми, которыми мы занимались, их не стало. То, что они нахватали в России, мы вернули, их нету, до сих пор нету в России. Где они сейчас? Где они сейчас, я даже не знаю. Где Гусинский, я не знаю. Слышал, что где-то говорят, он в Израиле. Чем он там занимается, я не знаю. Березовский, сами знаете, он или помогли, или он сам, ну, во всяком случае, его тоже нет. Да и других фигурантов наших дел. В России их нет.
Я же не ошибаюсь, что вы именно тот заместитель генерального прокурора, который вот это курировал. Ну, я был зам генерального прокурора и в то же время начальник главного следственного управления. И это все, так, следственный аппарат ну, был в главном следственном управлении. Но там были подразделения. Все. И вот есть такое подразделение Следственного управления Генеральной прокуратуры. Это вот следователи, которые занимаются вот такими серьезными, большими, громкими делами. Это важняки наши. Следователи по особо важным делам, которые работают во главе бригад, собирают доказательства. Очень трудная работа была. Я говорю же, практики такой еще не было. Тогда генеральным прокурором России был Юрий Ильич Скуратов. Вот. Очень толковый, очень такой товарищ, специалист, доктор наук. И вот он направлял все это дело, прожимал на себя удары всякие. Оттуда и пошло. Сейчас нормально, так сказать, расследуются дела, делаются, через суд проходят. Но все равно бороться там не по счетой краю. Надо работать, работать. Это все въелось в эту самую, в отношениях людей. Это коррупция. Все остальные. Ну а крупная олигарха, она не там. Где? В России таких вот олигархов, ты откровенно говоришь, все за рубежом бегают, хотя все у них при себе место. Не знаю, как дальше будет с ними. Но бороться-то будут. Я не думаю, что это безнаказанно все должно пройти. Виноват, будут нести ответственность. Я в этом уверен. А бывало такое, что вам угрожали, Ну, взятки предлагали? это бог ты мой. Нет, и здесь, в республике, когда я работал, начиная от следователей, кончая прокурором республики, никто. Бесполезное дело. Я прекрасно... Даже намеков не было такого, чтобы прийти, Васильевич, вот надо. Что-то такое там-то. Никогда. Да я тут же сразу ее и за ширку, и в камеру, бог ты мой. Да, ну, это грубо говорю, но я тут же сразу возбудил уголовное дело. Все. И никаких. Они прекрасно знали, что Василием Васильевичем на эту тему бесполезно говорить. А угрожать, бог мой. Ну и что такое? Ну, угрожайте, бог. Это я не обращал внимания. Кстати говоря, и до меня даже не доводили. То просто, Васильевич, надо быть осторожней, осторожней. Вот и все. Не ходили за мной там охранники, там просто защищали там и дома, и где везде. Не, я сказал, никаких. Привлекать на себя внимание, работать так работать, а не ходить, а кого-то охраняться. Дело делает свой человек, все. Ну что, меня уберут, другой будет. Придет и сядет, и еще будет больше, жестче принимать. А вы чего-нибудь боитесь в жизни? Я? Вы? Ой, не знаю, не знаю. Я больше всего боюсь вот этих всех этих пандемий. Не знаешь даже. Как будто бы нормально все, и тут бах, и резко. Нету. И нету. Вот за этот последний, вот как пандемия началась, столько людей ушло, столько, все здоровье, работали, планы, все. И все рухнет в один час. Вот это страшно. Как так? Вот и поэтому за это есть, за своих, за близких, за родственников, за друзей. Это есть. А так что за себя бояться заходить? Давайте вспомним 2001 год, когда вы неожиданно выставили свою кандидатуру на выборы президента республики и потом также неожиданно убрали. Вот что это было, вы сейчас можете рассказать? Ну, неожиданно как-то сказать, наверное, не то. Не может просто человек, сидя вдруг это самое, помнит, ох, надо идти на выборы. Все, я пошел. Быть такого не может. Это все заранее все продумалось, все. Вот. Я в республике много ездил, побывал со всеми, встречался с людьми. Они начали узнавать, как так,
что вы хотите сделать. Ну, я объяснял, какие мне, так сказать, планы, какие, так сказать, в этом деле я мог бы внести для пользы республики, для народа. И народ поддерживал. Многие, когда я снял свою кандидатуру, многие говорили, как так? Но тут надо подумать совсем о другом. Тут тоже надо, о республике, о народе, само собой. Это дело важное, нужное. А мне в администрации убедили, что, Васильевич, ты нужнее там, в России, вот там, в центре. Есть обстоятельства, которые иногда бывают выше того, что надо заниматься этим, надо тем. А тем более, эта работа более близкая, более знакомая. То есть вы не жалеете? Ну, я не считаю, что республика многое потеряла, что я не стал президентом. Не думаю. Хотя у меня были такие, что если народ доверит, я пытаюсь оправдать доверие это, буду работать так, как работал везде и всюду, как где работал. До конца. И не то, что хожу сейчас, пошел, а потому я отказался. Не жалею. Раз выбрал решение, нечего жалеть. Все. Надо делать дело. Вот так вот, за которое ты берешься. Ну вот сейчас, то, что сейчас происходит, то, что Россия ведет военную спецоперацию, то, что меняется страна, меняется мир, есть такое ощущение? Я считаю, что вот эта организация и Верховный главнокомандующий, когда принимал решение о проведении этой спецоперации, я считаю, что это очень нужно, своевременно, и я в этом деле поддерживаю его. 8 лет такое терпеть, конечно, это было, не знаю. Но все вот, за шаг за шагом, это в этом отношении я полностью поддерживаю нашего президента. И уверен, что эта операция будет доведена до конца с наведением вообще порядка. Ну, и в Донецкой, и Луганске. Тем более мы их признали независимыми. Вот. С помощью России они тоже встанут на ноги, я так думаю. Вот Крым как расцветает. Вот. Хотя, конечно, это многие расходы, финансовые, экономические. А с самой Украиной, это решать народу Украины. Россия доведет эту операцию до конца, и потом успешно. Но я уверен в том, что мы это преодолеем. Вы как человек, который который с этими олигархами боролся здесь, да? Вы прям видите, что ситуация зеркальная там или нет? Где? В Украине? На Украине, да. Что сейчас там похоже на то, что происходило с Россией Ну вот, тогда. посмотрите. Конечно, всегда есть много этого. Мы, вот честно говорю, мы информационное пространство, информационное поле, откровенно говоря, провалили. В этом отношении Запад обогнал нас, и мы идем только следом. А начинаем только оправдываться. А оправдываться это всегда. Слабо. Да. Вот. Вот посмотрите же, где все эти олигархи, которые там, черт возьми, когда воротили все эти самые, все уезжали. Вот почти то же самое это у нас и было. Но воля государства, воля лидеров страны и вот работа такая действенная правоохранительных органов все-таки привела к тому, что у нас в России более-менее стабилизировалось этим. Есть, конечно, и сейчас есть. Страна-то огромная, за всем не следишь, за всем самым, но стараемся, делаем все как положено. Еще один вопрос у меня есть. Последний, наверное, уже, да? Вы вот как юрист, как человек, который всю жизнь стоял на страже Конституции, недавнее голосование наше по Конституции, какие поправки там были самые главные, на ваш взгляд? Изучали же, наверное, вопрос внимательно? Конечно, я там, читал все это изменения. Мне кажется, это еще что ли, шаг. Какой будет окончательный, так сказать, результат всех этих изменений, дополнений в Конституции России, мы еще не знаем. Это
просто один этап реформирования конституционного устройства, скажем, страны, государственного строя, управления, власти. Это все как бы этап, мне кажется, так. А дальше пойдет, видимо, что будет. Ну, дай Бог, доживем и видим, что-то будет, какое будет, так сказать, дальше пойдет страна, и какая конституция будет. Но суть конституции все равно в одном. Суть одна, и она должна быть всегда. Это защита интересов граждан и интересов государства. Спасибо вам большое. Вам спасибо, что не забываете. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.